Надеюсь, нас хорошо видно и слышно. Так, мы продолжаем с вами серию вебинаров, которые посвящены обобщению и трансляции опыта учителей информатики, технологий, которые работают, используя ресурсы Центра «Точка роста». Сегодня мы с вами рассмотрим ряд вопросов. Так, это можно продолжить? Так, сейчас. Извините, мы сегодня с другой аудиторией. Так. Сегодня мы рассмотрим ряд вопросов. Краткая характеристика цифровых профессий, которые сейчас будут востребованы в ближайшее время, до 2030 года. И рассмотрим, как можно организовать профессионально ориентированную деятельность обучающихся на уроках из информатики и технологии. Сегодня у нас принимают участие следующие эксперты наши в области преподавания информатики. Это Беспалько Наркас Толгановна, Сыромятников Андрей Владимирович из МТ-педагоги, Найда Дмитрий Александрович, учитель информатики из Вильгородской средней общеобразовательной школы номер 2, и Коноплев Олег Олегович, учитель информатики Усть-Куломской средней общеобразовательной школы. Несколько слов о том, в чем же причина того, что мы уже второй вебинар, семинар проводим, который посвящен миру цифровых профессий. Ну, во-первых, проблема профессиональной ориентации всегда очень была актуальна для средней общеобразовательной школы, а в наше время, когда снижается интерес обучающихся к учебной познавательной деятельности, когда дети вообще теряются в огромном мире современных профессий, проблема профессиональная ориентация остается очень актуальной. И как сделать так, чтобы не предлагать вот твоя одна дорога из этих 100 огромных дорог, а вот чтобы действительно ученик сам выбрал для себя ту дорогу, которая принесет ему успех в жизни. Ну, не секрет, какие сейчас проблемы испытывают наши выпускники не только общеобразовательной школы, но и профессиональной школы. 70% выпускников работают не по специальности, а 60% работодателей не удовлетворены тем, какой объем профессиональных компетенций имеют вновь поступающие молодые специалисты. И проблема еще заключается в том, что знания очень быстро устаревают. Вот если в области биологии сколько было у человека костей, мышц, столько и остается. А вот в области информатики, в области физики, химии знания постоянно обновляются. И причем скорость обновления колоссальная. И пока бакалавр современный получит специальность, теоретические знания, профессиональные компетенции изменяются уже в 2 раза. Значит, стоит проблема в том, чтобы подготовить ученика к тому, чтобы он был востребован в мире профессий и знал, как ориентироваться среди этих профессий. Вот что интересно, провели исследование, что все современные профессии можно объединить в 4 группы. Это видео загружается. 4 группы. То есть профессии пенсионеры или профессии старожилы. И вот предполагают, что где-то около 60 профессий буквально лет через 5-10 они вообще исчезнут. Что это за профессии? Это такие профессии, которые сейчас востребованы, но к моменту, когда школьники закончат школу, а еще к тому моменту, когда они вообще закончат какое-то профессиональное учреждение, то эти профессии, они перестанут быть актуальными. Ну вот, например, такие профессии, как бухгалтер. Такая профессия, она будет заменяться постепенно на другие специальности, которые так или иначе связаны с финансовой деятельностью. Ну вот какие еще профессии? Ну, например, такие профессии, как секретарь-референт, менеджер, турагент. Вот такие вот профессии утратят свою
актуальность. А какие же профессии, и даже вот еще нужно сказать, что будут меняться профессии и связанные с областью медицины. Будет меняться диагностические направления, и многие уже функции диагностики заменяются различными техническими средствами, будем так говорить, не врач выслушивает, а именно можно уже используя специальную программу, рассказать о своих нуждах и проблемах, и тебе уже компьютер выдаст необходимую информацию. Какие профессии считаются востребованными? Ну, то есть те профессии, которые будут нужны в ближайшее время. Статистика показывает нам, что это будут такие профессии, как интернет-маркетолог, маркетолог энергетических рынков, блокчейн-разработчик, специалисты по цифровому маркетингу, графический дизайнер, инженеры робототехники. Вот это будут востребованные профессии. Вот они будут востребованы совершенно в ближайшее время, как раз к тому моменту, когда ученики у нас будут заканчивать школу, особенно вот те, которые сейчас только начали в 5-6 классе учиться по программам «Точка роста». И далее очень интересные у нас идут перспективные профессии. Посмотрите, они так уже в отдаленном будущем. И к 2030 году появляется около 190 новых профессий. Ну вот если мы посмотрим на список профессий будущего, то здесь вот мы видим профессии, которые обязательно идут на стыке двух каких-то специальностей. Ну, вот, например, архитектор – это не просто архитектор, а архитектор виртуальной реальности. Это не просто медицинский работник, это специалист по медицинской робототехнике. И посмотрите, далее идут биоинформатик, биоинженер, агроинформатик, агрокибернетик. То есть вот это как раз и есть то новое, что ждет наших будущих выпускников вот именно на рынке труда. Дизайнер виртуальной реальности. Ну, если мы возьмем, например, специалистов в области охраны нашей жизнедеятельности, тут специалист по кибернетике, например, по кибербезопасности и так далее, киберследователь. То есть, посмотрите, появляется очень огромный спектр специальностей, которые базируются на информационной компетентности детей, ну, будущих выпускников, да, и знать, вот эти дети будут знать намного больше уже, ну, нежели чем я, когда сама заканчивала школу. Все эти профессии указывают на то, что наше государство, оно вступает в мир новой цифровой экономики, и не зря среди огромного количества национальных проектов выделяется национальный проект «Цифровая экономика», одна из целей которой – подготовить кадры для цифровой экономики, и, соответственно, сейчас реализуется проект «Цифровые профессии». Но нужно сказать, что в этом проекте могут принять участие, речь идет здесь о уже взрослых специалистах, о взрослых людях, у которых уже есть, которые состоялись профессионально, но вот ориентируясь на те перспективы, на те изменения в мире профессий, они сейчас получают возможность буквально с нуля получить какую-либо новую профессию. И вот посмотрите, проект «Цифровая экономика» связан с другими национальными проектами: здравоохранение, образование, культура, экология, наука. Вот здесь вот выделен национальный проект образования. Национальный проект образования включает ряд других федеральных проектов, и вот среди этих федеральных проектов мы выделяем проект «Цифровая образовательная среда», которая сейчас создается в школах, особенно в школах малых городов и сел. Так? И этот федеральный проект «Цифровая образовательная среда» связан с другими федеральными проектами образования. Это «Успех каждого ребенка» и «Современная школа». Таким образом, вот здесь вот мы с вами видим, что государство реализует крупномасштабную такую вот политику, охватывая не только различные сферы нашей жизни, но еще все эти сферы жизни, они взаимосвязаны различными ведущими идеями, а для нас сейчас ведущая идея – это цифровая экономика.
Национальный проект образования включает один из федеральных проектов, который мы назвали с вами, это «Успех каждого ребенка». И в рамках этого федерального проекта реализуются еще другие проекты, в которые вы можете включиться. Так, это проект «Билет в будущее» и проект «Проектория». Особенность этих проектов состоит в том, что ученика самыми различными способами, механизмами знакомят с миром современных профессий, это раз. И второе обязательное условие – это вовлечение школьников в какую-либо конкретную профессионально ориентированную деятельность. Причем красной чертой вот так выделяется, что эта деятельность не носит игровой какой-то характер, это не ролевые игры, это непосредственное погружение школьников в какую-то конкретную определенную сферу нашего производства. И здесь уже у детей будут формироваться конкретные предпрофессиональные такие, даже начальные профессиональные компетенции, которые позволят уже этим детям легче социализироваться в профессиональной организации, а значит и более успешно получать ту профессию, с которой они захотят связать, ну, если не всю жизнь, то хотя бы свой начальный стартовый шаг. Изменения, которые происходят в области информатизации образования, они сыграли свою такую вот определенную роль, и сейчас Рособорнадзор отмечает, что единый государственный экзамен по информатике выбирают все больше и больше учеников. И отмечается вот постоянный прирост количества участников по ЕГЭ информатика, это на 7-8%. Это самый высокий прирост, чем среди других школьных предметов. И далее мы смотрим, что вот уже в этом учебном году число бюджетных мест в российских университетах по информационным технологиям увеличилось на 25%. Это тоже очень высокий показатель. И ежегодно этот показатель будет наращиваться. А кроме того, мы с вами представляем, что каждый будущий специалист, он будет, обучаясь или в средней профессиональной организации, или в высшей профессиональной организации, он так или иначе все равно изучает основы информатики, программирования и так далее. Поэтому как раз вот будет увеличиваться и количество выпускников, которые будут более или менее уже компетентными в области информатики. Ну и в завершение своего небольшого такого вот выступления я скажу, что вот во всех образовательных программах, которые поступили в школы, реализующие программы образовательного центра «Точка роста», обязательно написано следующее. Я обязательно прокомментирую еще раз это. Формирование профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, формирование уважительного отношения к интеллектуальному труду. То есть вот когда вы в урочной деятельности или во внеурочной деятельности будете формировать у детей какие-то специальные предметные знания и умения, то, пожалуйста, вот нужно будет говорить о каких-то новых цифровых профессиях, которые понадобятся, к которым могут дети уже подготовиться сейчас. Ну вот на этом я закончу свою маленькую лекцию, свое маленькое вступление, и мы с вами сейчас перейдем к заслушиванию опыта наших педагогов. Сейчас я предоставляю слово Коноплеву Олегу Олеговичу, учителю информатики Усть-Куломской средней общеобразовательной школы, для представления своего опыта. Пожалуйста, Олег Олегович, я отодвигаюсь. Давайте так. сначала видео загрузим еще. Хорошо, пока есть возможность. Пусть оно грузится, пока я буду говорить. Так. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Представляю вам информацию о формировании предпрофессиональных компетенций обучающихся через обучение робототехнике ресурсами Центра «Точка роста». Ну, во-первых, при ознакомлении с данной темой первой мыслью у меня было то, что занятие робототехникой и вообще, в принципе, наверное, и внеурочное занятие уже подразумевает собой формирование предпрофессиональных компетенций.
Поэтому я, наверное, с одной стороны буду говорить само собой разумеющиеся вещи, с другой стороны, я надеюсь, все-таки моя информация будет вам полезна. Начну я с определений, с общих определений, вам, в принципе, я думаю, знакомых. Это определение компетенции и робототехники. Значит, что касается компетенции, то здесь оговариваются решения задач общего рода, скажем так. Но если мы имеем в виду компетенции предпрофессиональные, то здесь нужно говорить уже о более узких задачах, касающихся каких-то конкретных видов деятельности. Сами предпрофессиональные компетенции, естественно, дают такой толчок, скажем так, в дальнейшем профессиональном обучении. Вот. Ну а что касаемо робототехники, то здесь бы я обратил внимание на слово проектирование. Дело в том, что именно эта деятельность по большей части как раз носит такую основную роль в формировании как раз именно предпрофессиональных компетенций. Ну, естественно, на своем опыте, на опыте нашей точки роста, начну я с начальной школы. Значит, здесь мы занимаемся, используя наборы Lego Vido 1.0. Вот. Ну и при упоминании начальной школы, наверное, появляется мысль о том, что, с одной стороны, вроде как рано, да, проводить и предпрофильную, скажем так, подготовку и формировать какие-то предпрофессиональные компетенции. С другой стороны, именно в начальной школе формируются предпочтения детей, которые могут сопровождать их в течение, наверное, всей жизни, и в том числе повлиять на выбор профессии. Но, соответственно, те компетенции, которые они получили на наших занятиях, могут быть полезны именно в тех профессиях, которые они выберут. Ну, что касается компетенций именно на занятиях робототехникой, то в первую очередь, конечно же, это инженерия и конструкторские компетенции, так как по большей части мы работаем именно с конструктором. Вот здесь есть, значит, еще один аспект – это программирование. Дело в том, что робототехника в любом случае подразумевает программирование различных систем роботехнических, но в начальных классах робототехника носит такой вспомогательный, скажем так, характер, потому что, я думаю, вы сами прекрасно знаете, программирование детям дается достаточно тяжело. И в начальных классах мы рассматриваем исключительно простейшие алгоритмы. Вот. Есть, конечно, способные дети, которым можно дать какие-то дополнительные задания по программированию, но в большинстве своем здесь мы в полной мере, скажем так, о программировании пока не говорим. Так, теперь какие этапы мы проходим, в принципе, при работе с данными наборами. Первый этап – это знакомство с основными механизмами. Вот здесь, в принципе, уже начинается формирование инженерных и конструкторских навыков различного рода. И, значит, при работе с различными моделями, которые показывают, как работает тот или иной механизм, обязательно, я думаю, к упоминанию о том, где используются данные механизмы. Вот здесь как раз мы затрагиваем в том числе и различные профессии, упоминаем, и те устройства, которые в этих профессиях могут использоваться. Ну, естественно, по большей части мы, наверное, упоминаем транспортные средства различного рода, то есть, вот, например, тот же зубчатые механизмы, те же самые, да, в автомобиле очень широко используются. Вот. Но, тем не менее, есть еще ряд других устройств, в которых зубчатая передача, например, используется. Кстати, вот очень интересно, если упоминаешь механические часы, дети иногда удивляются, что таковые вообще есть, что там есть шестеренки, потому что по большей части мы сейчас делаем им с цифровыми устройствами. Да? Вот здесь вот механика для них новое что-то представляет. Вот, различные, ну, ременные в данном случае передачи показаны, да, червячный механизм. Здесь вот, например, можно говорить о физических свойствах касаемо обратной связи, например, да, те же краны используют данную передачу и так далее. Но в любом случае здесь упоминаются различного рода профессии, различного рода, опять же, механизмы, в которых вот участвуют.
данного механизма. Здесь можно еще упомянуть следующее. Некоторые дети собирают различные модели много быстрее, поэтому для того, чтобы их занять, либо можно дать какие-то дополнительные задания, либо, скажем так, дать время им на откуп. В этом случае они начинают проявлять очень интересные свои способности, они начинают свои устройства различным родом украшательством, скажем так. Поэтому здесь можно об еще одной такой интересной компетенции говорить, это дизайн. Вот. Но, с одной стороны, дизайн дизайном, но когда они загружают свои механизмы огромным количеством деталей, теряется функциональность. Вот. Поэтому здесь очень важно отметить о таком свойстве, как эргономика, например, и упомянуть о том, что даже есть такая профессия, то есть есть такие люди, которые занимаются именно эргономикой различных механизмов, различных устройств, и здесь вот можно дать ребенку подумать о том, да, как можно и красивой свою модель сделать, и тем не менее функциональной в данном случае. Так, следующий этап – это создание моделей по готовым инструкциям. То есть здесь они используют уже те механизмы, которые изучили на предыдущем этапе. Вот. Здесь в полной мере можно как раз ссылаться на различные виды деятельности человека при ознакомлении с каждой моделью. То есть перед тем, как мы собираем модель, мы знакомимся с каким-нибудь видом деятельности. То есть, ну, например, собираем крокодила, говорим о смотрителе зоопарка, предположим, да, или вот тигр у нас, который успокаивается, когда мы ему показываем кусочек мяса. В данном случае используется датчик наклона, например. Да. Это различные профессии спортивные, да, и спортсмены в том числе. Это и авиаторы, предположим, путешественники и так далее. Вот для каждой модели, в принципе, можно показать какую-то отдельную профессию, вот, рассказать о ней, и затем мы уже в данном ключе собираем модель и испытываем ее, и, возможно, дополняем какими-то командами, каким-то функционалом. Вот здесь, как, кстати, тоже такая же история, как на предыдущем этапе, то есть дети, которые собирают модели быстрее, вот, они пытаются свои модели каким-нибудь образом, опять же, приукрасить. Ну, вот очень популярно, например, на самолете винт сделать огромным. Предположим, ему очень нравится, когда очень большой огромный винт начинает крутиться. Вот. Но при этом приходится объяснять, что с таким винтом самолет никогда уже на землю не сядет целым, например. Так, ну и последний этап, это, наверное, самый важный этап формирования предпрофессиональной компетенции, это проекты. То есть в конце года, когда мы уже познакомились вот со всеми свойствами данного конструктора, сначала я первое или одно или два занятия даю полностью на откуп детям. Для того, чтобы они вот, прям на ходу, скажем так, да, придумали какие-то свои модели и попытались их реализовать. Скажу честно, по большей части успех ждет очень немногих. Вот. Зачем я делаю таким образом? Мне нужно, чтобы дети поняли, что без организации работы и без должного подхода к этой организации, да, при построении проекта, что пока мы не пройдем все этапы построения проекта, в общем-то, получается все не очень, скажем так, хорошо. То есть они сразу кидаются все собирать, эти модели свои, на ходу буквально придумывают, да, какие-то механизмы, что-то добавляют, разбирают, теряют, соответственно, на этом очень много времени. Вот. И здесь как раз вот, мы уже оговариваем то, что построение их модели требует прохождения определенных этапов, чтобы мы получали какой-то окончательный результат. Так, ну и, естественно, здесь мы оговариваем, какие виды деятельности мы будем использовать. Опять же, дети вспоминают различного рода профессии, и уже исходя из этого мы оговариваем, какие модели они, какие проекты они будут создавать, какие модели у них будут получаться. Вот. У меня, конечно, есть, безусловно, заготовки, то есть не все дети предлагают какие-то реальные, скажем так, вещи. Реальные не имею в виду, что они невозможно реализовать их, но дело в том, что в этом конструкторе деталей не такое большое количество, приходится даже иногда по 2 конструктора вместе, скажем так, собирать.
Вот, поэтому не все идеи, скажем так, детей доступны. Вот. Но, тем не менее, по большей части мы рассматриваем автоматизированные различные системы. Вот. Но дети могут предложить достаточно интересные идеи. Ну, вот, слева снизу, например, на фотографии реализация железнодорожного переезда, предположим. Да, справа снизу там у нас, насколько я помню, мышеловки или ловушки для зверей, что-то в этом роде. То есть, вот, опять же, связано с животными. Так, что касается средней школы, то здесь, в принципе, все обстоит точно таким же образом. По похожему сценарию все происходит. Здесь мы используем конструктор LEGO Mindstorm EV3. Здесь уже деталей датчиков много больше. Соответственно, ряд решаемых задач расширяется заметно. И здесь я бы хотел акцентировать внимание на таком виде деятельности, как программирование. Безусловно, профессий, связанных с программированием, тоже достаточно большое количество. И сам навык программирования и формирование именно предпрофессиональной компетенции в этом ключе очень важный характер имеет. Кроме того, дети здесь именно начинают понимать, что без программирования, в принципе, их модели собранные практически ничего не стоят. То есть, да, собрали модель, да, с конструктором поигрались, но при этом функциональность у него будет никакая, если они не займутся программированием. Так вот, здесь именно такая компетенция очень активно используется. Так, ну и еще, значит, последняя вещь – это, безусловно, работа в группах. Желательно, чтобы они занимались по несколько человек над одним проектом, так как здесь именно происходит распределение ролей, во-первых. То есть здесь они уже для себя выбирают какие-то профессии. То есть кто-то программист, кто-то инженер, бывают даже руководящие работники, то есть стратег такой появляется, то есть лидерские способности дети свои тоже проявляют. Ну и, безусловно, это коммуникация, то есть взаимодействие коллег друг с другом, безусловно, это очень важный навык, важная компетенция при, значит, выборе профессии и при работе в дальнейшем, соответственно. Ну, в принципе, все, что я хотел рассказать, да, вот здесь, да, пробегусь быстренько, заговорился немножко. Так, ну вот в данном случае вот базовая модель, на базовой модели мы отрабатываем основные все датчики, то есть можно обвешивать его датчиками и задавать различные миссии. Для них, опять же, здесь вот мы можем оговаривать там про роботов-мусорщиков каких-нибудь, да, там робота-сборщиков, роботы, работающие на складе. Так, что касается склада, кстати, тоже вот дети, например, не знают о таких профессиях, как логистик, предположим, да, тоже очень важная профессия. Так, ну это вот готовые модели, опять же. Ну вот на примере Segway мы, например, вспоминаем такую профессию, как официант. То есть его задача, например, донести, да, какой-нибудь там поднос блюда, не разлив или не рассыпав чего-нибудь. Так, ну вот еще такие это вот. Дети собирают? Нет, это готовые конструкции. То, что дети, в принципе, вот здесь, ну вот у нас модели готовые слева, сверху. Вот они как раз занимаются украшательствами, дополняют различным функционалом. По большей части, конечно, мальчики пытаются навешать оружие, но приходится их в более мирное русло, скажем так, направлять. Вот. Тут, наверное, справа сверху, не помню, по-моему, дети катапульты какие-то делают. Ну, в принципе, вот снизу тут стандартные тоже модели по большей части. Так, вот еще. Да, кстати, вот интересная вещь, шагающие роботы, различные модификации имеются, ну, тоже иногда приходится подумать, каким образом осуществить перемещение конечностей, чтобы могли достичь результата. Так, ну, в принципе, я все. Спасибо большое за внимание. Извините, коллеги. Так, спасибо, Олег Олегович. Вот вы очень хорошо, так доступно объяснили это поэтапное обучение детей программированию, моделированию, да? Моделирование, да. Да. Ну, кстати, не упомянул, да, наверное, моделирование, инженерное моделирование, именно так будет называться, да, на робототехнике, в общем-то, отработается. И вот даже я не думала, что вот так вот при моделировании можно еще и комментировать профессии.
В любом случае Да. надо оговаривать, где это все используется, потому что межпредметность у нас, во-первых, должна быть в любом случае, то есть мы должны упоминать какие-то жизненные ситуации, где это все применяется, иначе, ну, дети, наверное, не будут понимать, зачем они это вообще в принципе делают и зачем изучают. Спасибо, Олег Олегович. Так, ну а сейчас мы перейдем к трансляции из НТ. Мы представим опыт. Так, пожалуйста, нам нажмем. А которая из них? Вот даже не знаю. Так, тут кто у нас будет? Вот. Беспалько Наркас Толгановна. У нее интересная очень презентация по содержанию. И сейчас в пределах где-то 10 минут мы сможем наблюдать презентацию и слушать комментарии Наркаса Толгановны. Так, пожалуйста. Начнем. Так, вот. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на Республиканском методическом семинаре. В нашей школе с 1 сентября 2020 года работает Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», где кабинет информатики с открытием центра стал кабинетом формирования цифровых и гуманитарных компетенций. Звук. Ресурсы так, звука нет, пожалуйста. Так, слышно. Ага, пишут, что слышно. Способствовать формированию новых компьютерных и информационных компетенций, как через учебный предмет информатика, так и профессиональное обучение и дополнительное образование детей. Уроки информатики с этого года проходят в кабинете, оснащенном современной компьютерной техникой, удобной и красивой мебелью. Это, конечно же, мотивирует учащихся к изучению информатики и информационных технологий. Информатику в нашей школе дети изучают с 5 класса. В 5-6 классах реализуется пропедевтический курс, который подразумевает большое количество именно практических занятий. Учащиеся с удовольствием учатся создавать текстовые и графические документы, презентации, с интересом пробуют свои силы в создании алгоритмов для простых исполнителей. Уникальные технические возможности кабинета позволили выйти на более высокий уровень в освоении программного материала по информатике. Например, новые персональные компьютеры для каждого учащегося позволяют использовать современные, более сложные обучающие и развивающие компьютерные программы, осуществлять онлайн-зачеты, онлайн-проекты с использованием интернет-ресурсов и так далее. Приобретенные на уроках знания и умения ребята применяют во время работы над проектами по другим школьным предметам. Учащиеся старших классов используют возможности центра для решения своих собственных задач, для подготовки к урокам, при выполнении индивидуальных итоговых проектов, участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах. В Центре «Точка роста» проводятся не только уроки информатики. Локальная компьютерная сеть в кабинете и скоростной выход в интернет позволяют проводить любые уроки учебного плана, чем и пользуются многие учителя-предметники. Инфраструктура центра используется и во внеурочное время, как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогических работников, родительской общественности. В Центре «Точка роста» проходят вебинары с онлайн-участием учащихся и педагогов, проводятся родительские собрания и видеоконференции с использованием Zoom. В «Точке роста» реализуются программы дополнительного образования. Одна из таких программ – робототехника для учащихся 2-5 классов, непосредственно связана и с поступившим оборудованием в рамках проекта. Направленность программы – научно-техническая. Использование LEGO Veda 2.0 и LEGO Mindstorms EV3 повышает мотивацию учащихся к обучению, так как при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусства и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия LEGO как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования. Оборудование в рамках проекта «Точка роста» поступило, к сожалению, только в декабре 2020 года. Но, несмотря на это, в течение учебного года были реализованы некоторые программы внеурочной деятельности, такие как скретч-программирование, школьный квадрокоптер. Появление 3D-принтера вызвало большой интерес у учащихся старших классов, и сразу началась работа над индивидуальным итоговым проектом с использованием нового оборудования.
С 2012 года в нашей школе реализуется программа профессионального обучения оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин. За 9 лет свою первую специальность приобрели 192 учащихся. Обучение по программе профессиональной подготовки по профессии оператора ЭВМ ориентировано на учащихся, уже имеющих знания по предмету информатика на уровне основного общего образования. В соответствии с перечнем профессий и специальностей, по которым осуществляется профессиональная подготовка в общеобразовательных учреждениях, на обучение по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отводится 600 часов. Из них на теоретическое обучение 155 часов, производственное практическое обучение 445 часов. Кроме этого, из теоретической и практической части 6 часов отводится на консультации, подведение итогов, квалификационный экзамен. Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет времени, выделяемого Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования на предметные области математика и информатика, естественные науки – это учебный предмет физика, профильные учебные предметы, элективные курсы, реализуемые как в урочной, так и во внеурочной деятельности школы. Теоретическое обучение представлено общепрофессиональным и профессиональным циклами. В профессиональном цикле обучающиеся изучают программное обеспечение персонального компьютера, текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, базу данных Access, программу презентаций PowerPoint, средства публикаций Publisher и другие. В общепрофессиональный и профессиональный циклы программы включены лабораторно-практические работы, направленные на закрепление полученных знаний. Содержание лабораторно-практических работ разрабатывается преподавателями. Программой предусмотрено производственное практическое обучение, в процессе которого учащиеся овладевают клавиатурой персонального компьютера и выполняют работы с использованием стандартных компьютерных программ. В процессе практических занятий формируются четкие представления о функциональных обязанностях оператора ЭВМ. Обучение по программе сопровождается консультациями и подведением итогов. Для проведения практических занятий в рамках работы центра используются современные компьютеры с операционной системой Windows, комплексом прикладных программ Microsoft Office и свободно распространяемыми прикладными программами. Учебный план построен по модульному принципу. В каждом модуле предусмотрены часы, изучаемые учащимися за счет учебных предметов информатика, физика, обществознание, право, основы безопасности жизнедеятельности, за счет элективных курсов компьютерная графика, сайтостроение, мультимедийные технологии при выполнении индивидуальных итоговых проектов, применение Excel для экономических расчетов. Предусмотрены часы для самостоятельного изучения некоторых тем. Для самостоятельного изучения создан образовательный сайт на платформе Google. На этом сайте размещены теоретические материалы для изучения, полезные ссылки для учащихся, примеры выполнения проектных работ учащихся, тренажеры для самоконтроля, тесты для контроля освоения пройденных тем. Этим сайтом удобно пользоваться в режиме дистанционного обучения. Для производственной практики отводятся 92 часа. Практику учащиеся проходят на протяжении 2 учебных лет во внеурочное время, что позволяет гибко составлять график прохождения практики не в ущерб занятиям учащихся. Во время производственной практики учащиеся набирают тексты, выполняют расчеты в электронных таблицах, создают видео, презентации в помощь учителям и учащимся младших классов, участвуют в подготовке и проведении всевозможных мероприятий, конкурсов с использованием компьютерной техники и мультимедийных продуктов. Проводят акции для учащихся школы, уроки безопасности в сети интернет для младших школьников. Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркну, что использование ресурса Центра «Точка роста» позволяет нам делать занятия еще более практическими, интересными, инновационными, что повышает мотивацию учащихся к занятиям, а значит способствует более успешному и эффективному формированию новых компьютерных и информационных компетенций, как через учебный предмет информатика, так и профессиональное обучение и дополнительное образование детей.
Всем здравствуйте, меня слышно? Так, вроде как слышно. Меня зовут Найда Дмитрий Алексеевич, я заместитель директора по информационным технологиям школы номер 2 села Выльгар. И хочу вам рассказать о организационно-методических особенностях использования технических возможностей центра «Точка роста» в проектной деятельности обучающихся при формировании функциональной грамотности. Давайте начнем с общего. Что же такое центры «Точка роста»? Да, вот это структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам и расположенным в сельской местности и малых городах России. Ну вот, например, у нас наши основные направления, их 5, да, это пилотирование беспилотных летательных аппаратов, 3D-моделирование и 3D-печать, виртуальная реальность, безопасность жизнедеятельности и шахматы. И вот обратите внимание, первые, да, у нас 3 направления, они входят в составляющие так называемой 4-й промышленной революции. Эти направления информатики сейчас очень активно развиваются и в коммерческих целях, и в госструктурах и так далее. Везде нужны кадры, которые компетентны и в этих направлениях. Вот, я вам хочу рассказать вот об особенностях именно своего кружка, да, называется он «Полет в будущее», и у него есть вот 3 основных особенности, да, о которых я бы хотел рассказать. Вот мы с виртуальной реальностью, с беспилотными аппаратами и с 3D-печатью мы знакомимся в рамках одного кружка. Также у детей есть возможность проявить творческую составляющую, и мы к концу года применяем полученные знания на практике. Как именно? Мы в основном делаем итоговые проекты. Особенно это актуально в старших классах, 9, да, 11 классы. Ну и простые проекты мы делаем и с более младшими детьми. Давайте сейчас я расскажу о основных проектах, которые мы делали в прошлом году. Это у нас делали 9-классники, 4 проекта. Первый – это 3D-принтер, незаменимый помощник домашнего мастера. Вторая тема была 3D-принтер как незаменимый помощник дизайнера. Это беспилотный летательный аппарат, это инструмент для поиска людей. И QR-коды. Мы занимались QR-кодами, да, так скажем, прокачивали школьный музей. Ну, давайте быстренько посмотрим. Первый проект – это 3D-принтер, незаменимый помощник домашнего мастера. Найти применение 3D-принтера, да, при решении простых бытовых задач. Вроде кажется, да, вот такая диковинная штука, как 3D-принтер. Вот мне нравятся дети, когда приходят первый раз вот в кабинет, где стоит 3D-принтер, они такие все: вау, что это такое? То есть особенно в сельских школах, да, актуально познакомить детей, да, вот просто если ты не знаешь о чем-то, то ты не можешь научиться. А вот начинаем мы знакомство с 3D-принтером, да, вот, ну, как это обычно, вот какие задачи? Это научную литературу, надо с теорией ознакомиться, как технологии этой печати происходят, какие достижения в этой области и так далее. Давайте теперь мы посмотрим. Вот объектом у нас являлся процесс создания и эффективность использования 3D-принтеров в мире технологий. Ну и предмет – это 3D-печать, этапы работ. Вот сейчас я дальше покажу вам фотографии, то есть что мы сначала делаем? Разбираем, да, сломанную вещь или поврежденную, потом мы снимаем основные размеры, рисуем нужную деталь в 3D-редакторе и печатаем на принтере. После этого мы устанавливаем, ну и проверяем функциональность и так далее. Вот простой пример, да, казалось бы, это вешалка для одежды, да, заводской дефект, очень тонкие детали из пластика, да, и, так скажем, она пришла в негодность. Что мы сделали, да, мы сняли вот поврежденную деталь, вместе с учеником мы сняли, да, основные размеры, вот он сам как умел нарисовал чертеж, это уже, да, умение, вот сейчас, к сожалению, в мое школьное время у нас было черчение, сейчас в школьной программе его нет, что-то и там изучается в рамках технологии, ну и тоже вот мы попробовали, да, он сделал чертеж, ученик, и потом мы уже эти размеры переносили в 3D-редактор, онлайн 3D-редактор, бесплатный, он называется Tinkercad, любой желающий может там зарегистрироваться,
никаких программ специальных не нужно, только Google аккаунт, и можно начинать творить. Вот 3D-модель у нас, что в итоге получилось. Эти детальки мы, грубо говоря, распечатали и поставили. То есть, кажется, вот в 3 картинках, но это на самом деле была достаточно большая работа. QR-коды, да, вот QR-коды сейчас они у всех на слуху, ну, в связи у нас, да, с пандемией. Ну, мы как бы их использовали чуть в другом ключе. Мы ознакомились с теорией и предложили практическое применение. Какое? Применение на школьном музее. Какие этапы работы? Да? Вот также здесь, посмотрите, пришлось ученику ознакомиться с экспонатами, да, школьного музея. Это тоже важно для общего развития. Потом создание группы в социальной сети ВКонтакте. Это тоже определенный навык, потому что сейчас вот маркетологи и так далее, сейчас продажи у нас где идут? В социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте и так далее. Дальше. Мы расширяли, вот в музее, например, есть одни экспонаты, мы в интернете искали дополнительную информацию по этим экспонатам, какие-то другие картинки, фотографии. Потом мы этими материалами заполняли группу, созданную ВКонтакте. Ну и после этого мы ссылки на эти экспонаты уже зашифровывали в QR-код, распечатывали, ламинировали и размещали в музее. Вот так выглядит примерно группа. Ну, все представляют, да, как выглядят группы ВКонтакте. И этот проект можно развивать, да, то есть одни дети начали, другие продолжают, вместе с ними расширяется и музей, меняются экспонаты и так далее. То есть эту работу можно ежегодно дополнять и развивать. Беспилотные летательные аппараты. Вот мы с ребятами, например, выезжали, к сожалению, не могу показать видео, да, из-за сжатости нашего выступления. Но мы, грубо говоря, просто там, например, выезжали зимой на лыжную базу, запускали квадрокоптер и в различных условиях проверяли эффективность, да, поиска. Например, кто-то прятался, убегал там за деревья, пытался спрятаться. Остальные запускали квадрокоптер, да, и, так скажем, прочесывали местность и его искали. Плюс мы засекали, сколько на это уходит времени, влияет ли на это погодные условия, цвет одежды и так далее. Вот у нас такой квадрокоптер, да, Mavic. Я знаю, что разные в разных точках роста квадрокоптеры, но вот с помощью такого квадрокоптера можно использовать его, например, вот для творчества. Это вот основной корпус нашей школы. Плюс здесь у нас ученики взаимодействуют друг с другом. Например, вот те, кому нравится пилотировать, и они делают проект с помощью беспилотных летательных аппаратов, они сотрудничают, например, с кружком «Школьное телевидение». Да? Они для него снимают кадры по заказу кружка, снимают фотоматериалы, ну и потом уже происходит монтаж. Также телевидение помогает другим кружкам, снимают для них видео, для их проектов и так далее. Вот, например, наша клумба к 100-летию Республики Коми, пришкольный участок, да, вот тоже применение квадрокоптера, то есть как сфотографировать с высоты, например, какой-то большой участок или территорию, но квадрокоптер решает без проблем такие вот вопросы. Ну и хотелось бы рассказать о будущих перспективах. Сейчас у меня есть, мой кружок посещает, да, ученик 10 класса, вот мы с ним давно работаем, и в этом году мы решили создать такой проект, как собрание моделей для кабинета физики. Вот, например, перед вами вот это будущее, что получится из набора вот этих деталей. То есть мы сейчас печатаем основные детали. Это у нас модель турбореактивного двигателя. Ученик у нас хочет стать в будущем там, пилотом, ему нравится авиация, поэтому ему как раз полезно ознакомиться, да, с основным принципом действия устройства. Плюс сделаем полезное дело, так как вот если вы посмотрите, например, в продаже что-то похожего вы не найдете. Даже за
внушительные деньги. Вот, например, такая модель, распечатанная на Авито, я видел в другой республике, она стоила в районе 9 тысяч. Мы подсчитаем экономическую целесообразность, сколько у нас уйдет пластика, что получится, сколько по времени, все это мы должны будем подсчитать. И это будет достаточно такой очень объемный проект, возможно, будет и развиваться, да, посмотрим отклик. Там еще есть впереди, можно коробки передач. То есть мы эти модели сами не рисуем, это мы распечатываем уже готовые модели, но, поверьте, не так все просто. То есть распечатывается разным пластиком, разный пластик, у них свои особенности. Вот. И поэтому это все у нас превращается в такую объемную исследовательскую работу. Вот. Это у нас должно получиться. Ну, я думаю, что проблем не будет, у нас все получится, потому что на данный момент все у нас распечатается по плану. Единственное, что очень времязатратный процесс, например, большой вот этот вентилятор первый, он печатается в районе 12 часов. И так вот каждая деталь от 5 там, до 18 часов печати. Что-то бывает отклеится в процессе печати, приходится перепечатывать. Но этот пластик мы не выкидываем, а тоже он войдет в состав работы. Подсчитаем, сколько его было утрачено, и все это потом у нас выльется в большую работу. Какой я хочу сделать вывод? Вот большой плюс для вот профориентации – это знакомство со всеми вот этими современными технологиями в рамках одного кружка. То есть пока не попробуешь, ты не узнаешь, нравится тебе это направление или не нравится. И бывает вот грустно видеть, когда дети тратят очень много времени на то, что им не нравится. Вот родители заставляют, а тут он на один кружок пришел, и он понимает. Он хочет работать с беспилотными летательными аппаратами, он хочет 3D-печатью заниматься, может ему виртуальная реальность интересна, и он в будущем бы хотел быть каким-нибудь дизайнером там, или профессиональным, может, каким-то игроком или что-то еще. То есть большие вариации. И есть ученики, которые понимают, что вот компьютер это не мое. Вот он приходит, ему неинтересно, тут надо думать и так далее. Не то, что он не любит думать, но он может, ему интереснее физически, да, побегать, там, например, спорт ему интересен. Тоже вариант. Плюс воспитанники учатся взаимодействию, да, в командной работе, что вот немаловажно, потому что невозможно заниматься вот всем и хорошо все знать. У нас ребята делятся сразу, они знакомятся, например, со всеми вот технологиями, и потом кто-то говорит: Дмитрий Алексеевич, хочу 3D заниматься, мне вот виртуальная реальность не очень интересна, можно я буду печатать, да, вот мне это интересно. Пожалуйста. И потом они вот, когда выполняют проекты, они берут проект по своей технологии, по своей теме. И если им нужна помощь в других каких-то, вот, например, в школьное телевидение им нужны кадры, они обращаются к пилотам, да, и они им делают кадры. Вот. Ну и широкое поле для творчества. Как вы видели, вот есть уже готовое количество уже созданных 3D-моделей, которые можно распечатать, можно доработать. Хорошие вот идеи, например, в любой школе есть ключница так называемая, да, и можно сделать брелки какие-то на 3D принтере одинаковые, тоже вот в будущем такой проект мы разрабатываем. И это сразу вот позволяет сэкономить время и ученику, и детям, и взрослым, и их родителям, да, потому что он сразу посмотрел, и он уже сразу понимает, в каком бы направлении он бы хотел работать. И плюс задействуются все ресурсы, которые находятся в точке роста. Единственный, наверное, большой минус, что педагог должен владеть, да, на достаточном уровне вот всеми тремя вот этими технологиями. Это достаточно сложно и требует большого вложения личного времени. Все, коллеги, у меня все. Возможно, какие-то вопросы. Спасибо. Сразу еще скажу, да, не сказал возраст. Ну, так как здесь уже мы с компьютерами, достаточно сложно это для маленьких детей, да, это для начальной школы очень сложно. Примерно вот с 6 класса ребята приходят, ну, кто вот в этом разбирается, у кого есть интерес, они уже 6 класса приходят. Ну, и обычно вот 8-9 класс приходят проекты делать на тем, кому нравится информатика, они говорят, вот,
Я бы хотел познакомиться с 3D-печатью и в течение года написать проект. Да почему нет? Вот и работаем в этом направлении. То есть уже берем с 6, ну и вплоть до 11. Ну, в основном у меня вот с 6 по 8 класс, 8 человек, и они занимаются, каждый вот в своем направлении, и вместе они потом тоже представляют друг другу, показывают, обмениваются опытом. Достаточно интересно получается. Все, спасибо. Так, у нас Спасибо, там... Дмитрий Алексеевич. У нас еще одно видео. С сентября 2020 года в гимназии номер 3 в рамках национального проекта «Современная школа» был открыт Центр развития цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста». В условиях реальности 21 века успешное развитие общества в целом и образования в частности невозможно без реализации современных образовательных технологий. На сегодняшний момент, когда ребята находятся в мире огромного количества обновления информации, развития новых технологий, им необходимо получать не только фундаментальные знания, но и полезные навыки, которые позволяют ориентироваться в сложном и многообразном мире и помогут им стать успешными. В процессе функционирования центра педагогами гимназии сделаны акценты на модернизацию образовательного пространства, а также применение и внедрение новых технологий, в том числе реализацию запроса на индивидуализацию обучения как для одаренных детей, так и для тех, кто хотел бы в процессе освоения новых умений и навыков двигаться в собственном ритме, исходя из понимания того, что обученность – это только один из показателей деятельности образовательной организации, а важнейшими являются сохранение здоровья и личностный рост. Точка роста становится таким ресурсным центром, который позволяет развивать цифровую и технологическую грамотность участников образовательного процесса, проектную деятельность, социальную самореализацию детей и педагогов. Техническая и иная материальная база центра позволяет в полной мере реализовать освоение учащимися современных цифровых и технологических навыков, как в ходе уроков, так и во внеурочной деятельности. Изменилась содержательная сторона предметных областей информатика и технология. Также во второй половине дня для учеников на базе обновленных кабинетов информатики и технологии продолжается такая работа в процессе занятий кружков IT-технологий, начиная с самых азов. На кружке «Инфознайка» учащиеся работают с кодированием информации, разгадывая ребусы. Навыки работы с кодированием и декодированием информации очень актуальны в настоящее время. Они очень часто встречаются в повседневной жизни. Например, знаки дорожного движения, схемы движения транспорта, арабская и римская система счисления, почтовые индексы, штрих-коды и QR-коды, таблички пиктограмм, например, на дверях магазина или стиральной машине, ноты для музыкантов, азбука Морзе для радистов, азбука Брайля для людей с ограниченными возможностями зрения. Также на кружке учащиеся создают исследовательские проекты. Таким образом, гимназисты учатся ставить цели и задачи, отбирать нужную информацию, обрабатывать ее, проводить исследования и делать выводы. Первоклассники в игровой форме учатся работать с мышью. В жизни мы нередко встречаем информацию в табличной форме. Например, расписание уроков, таблица умножения, схемы вышивки крестиком, таблица Менделеева, игра «Морской бой», расписание движения транспорта и многое другое. На кружке в мире информатики обучающиеся учатся создавать презентации. С помощью презентаций в современном мире бизнес увеличивает продажи, сотрудники компаний делятся своими проектами, ученые делятся результатами своих открытий с мировой общественностью. В точке роста продолжает работу кружок робототехника. Кружок посещают учащиеся 5 и 6 классов. Собрать любую игрушку, робота из конструктора Лего могут все дети. А вот научить его думать, запрограммировать, вот в этом и заключается главная задача занятий по робототехнике. Для этих целей используются компьютеры и специальное программное обеспечение, позволяющее с помощью простых и понятных алгоритмических схем создавать программу любой сложности. А если появится желание, то ребята могут изменить программу, придумать свою или собрать свою собственную модель.
С каждым годом малые беспилотные летательные аппараты с дистанционным управлением, в том числе мультикоптеры, набирают популярность. Интенсивное внедрение мультикоптеров в повседневную жизнь требует от нас знаний в области управления, программирования, создания и обслуживания беспилотных летательных аппаратов. Профессию оператор дронов можно считать не только уникальным делом будущего, но также востребованной профессией настоящего, ведь сферы применения БПЛА растут с огромной скоростью. Оператор БПЛА – это специалист по дистанционному управлению и обслуживанию дронов. Профессия востребована в военных структурах, государственных учреждениях, частных организациях и коммерческих компаниях. На занятиях обучающиеся собирают свой первый квадрокоптер на основе конструктора Geoscan Pioneer Max и получают первый опыт пилотирования с использованием квадрокоптеров DJI Tello. Использование конструкторов и квадрокоптеров позволяет осуществить переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам, формировать навыки работы с современным лабораторным оборудованием. За прошедший год через Центр точки роста прошло больше 300 детей. Уже стало понятно, что ребята, посещающие кружки точки роста, отличаются более высоким уровнем владения технической терминологией, навыками прогнозирования, планирования, личностного общения. Дети увлечены конструированием, созданием различных проектов, командной работой. Это особенно проявилось при создании и защите индивидуальных учебных проектов учащимися 9 и 11 классов. Техническое оснащение кабинетов точки роста значительно расширяет возможности обучающихся при выборе тем для индивидуальных проектов. Становятся доступны проекты, связанные с 3D-моделированием и 3D-печатью. С помощью 3D-принтера один из гимназистов разработал и успешно защитил проект по созданию настенных часов с циферблатом большого размера. Еще один ученик разработал проект, одной из задач которого было оснащение всех компьютеров кабинета точки роста QR-кодами, содержащими основную информацию о данном компьютере и его сетевые настройки. Кроме того, им была изготовлена на 3D-принтере табличка для двери кабинета точки роста с QR-кодом, содержащим информацию о кабинете. Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод о значимости практического применения полученных знаний и навыков. Углубленные знания помогают получать более высокие отметки по учебным предметам, развивать метапредметные связи, создают целостную картину мира. Создаваемая среда помогает школьнику скорректировать вектор развития и выбираемый профиль образования. Ученики развивают в себе полезные навыки, которые в дальнейшем им обязательно пригодятся, ведь уже почти не осталось таких направлений в деятельности человека, где не были бы востребованы знания и умения в сфере высоких технологий. Спасибо за внимание. Ага. Так, все, мы включили звук. Так. Ну что же, извините, что мне пришлось выйти по необходимости. Так, и, значит, подведение итогов. Вот насколько вы обратили внимание в презентации у Наркас Талгановны, у нее было сделано очень интересное такое вот заявление, она представила такой интересный опыт, как подготовка обучающихся на базе общеобразовательной организации по профессиональному обучению. И учащиеся уже выпускники школы, они получают специальность оператор электронно-вычислительных машин. Очень такой редкий опыт, но очень у них так вот хорошо был представлен. Далее вот у Андрея Владимировича Сыромятникова, это уже раньше смотрела его презентацию, тоже очень так вот поэтапно, так вот детально, очень хорошо представлено, как же отражается вот эта вот профориентационная деятельность школьников при выполнении тех или иных, кажется, даже простейших упражнений. И еще вот хорошо у него было показано о том, как он формирует функциональную грамотность у школьников, что сейчас является такой вот ведущей национальной у нас идеей. Мы все готовимся к достойному участию в международном тестировании по программе ПИЗа.
Я благодарю всех выступивших, представивших свой очень интересный опыт. И, наверное, вот вы, коллеги, каждый нашел что-то. Ну, конечно, сказал, что я тоже так делаю, но все равно какие-то изюминки, какие-то крупицы такого вот инновационного опыта вы подметили у своих коллег. Я скажу, что мы вот эти вот методические семинары, мы будем продолжать их. У нас еще будут семинары 6 декабря и 9 декабря. Во все муниципальные образования разослана информация о том, что мы будем продолжать вот эти вот вебинары. По каким направлениям? По реализации программ биология, химия, физика, информатика и технология в урочной деятельности, и также мы будем рассматривать ваш опыт по организации внеурочной деятельности с использованием ресурсов «Точка роста». Я прошу вас, пожалуйста, смелее предлагайте свой опыт, и это принесет нам всему нашему профессиональному педагогическому сообществу Республики Коми только пользу. Вреда от того, что вы выступите, ну, не будет, честное слово. И, пожалуйста, мой адрес был представлен во всех электронных письмах, так? А сейчас, так, где моя презентация? Вот это вот моя презентация, да? Так. И так, в мире профессий, вот на презентации представлены почти что все электронные адреса, по которым вы можете обращаться к нашим экспертам. Это к Наркас Толгановне, к Андрею Владимировичу, Дмитрию Алексеевичу, извините, пожалуйста. Так, ну, Коноплеву Олегу Олеговичу пишите на почту Усть-Куломской. Не запросили? Да, вот что-то я не запросила. Да, так, и я думаю, мы обогатим свою вот эту вот педагогическую практику, и от этого нашим детям станет учиться только лучше и интереснее. Пожалуйста, я еще раз обращаюсь к вам, передайте, что я жду заявок на следующий месяц, на декабрь. А в январе у нас тоже продолжатся наши методические семинары, и речь тоже пойдет о организации внеурочной деятельности, о реализации модулей, но там у нас еще будет такое вот направление, как в условиях сетевого взаимодействия. Когда вы начинаете работать с другими своими партнерами. И в первую очередь это будут у нас партнеры различных секторов экономики. Вот что я хотела вам сказать. Спасибо за внимание. Какие-либо вопросы у вас есть? Напишите, пожалуйста. Так. Я еще раз прошу извинения, что мне пришлось выйти по административным делам, но я все внимательно просмотрела презентации, и знаю опыт и Дмитрия Алексеевича, который выступал уже в мое отсутствие. Так, ну что же, я хочу пожелать вам напоследок хорошего здоровья, успешного завершения нашего этого календарного учебного года, и жду ваших заявок. Жду ваших заявок. До свидания, всего вам доброго. До свидания.